Добрый день всем присутствующим. Спасибо Сейтмиру Нуридиновичу, что он решил собрать нас и такой праздничный день. Всех поздравляю с праздником. Задачи предстоят, конечно, и у Крымск у нас у всех грандиозные. Да, что ты будешь делать с нашими телефонами? Выключать их, что понимать. Виноват. В общем, я что хочу сказать. Вот то, что вы говорите все, у нас наши старшие товарищи, которые поднимали национальное движение крымских татар после выселения с Крыма, когда уже война кончилась и начало все устанавливаться, они никогда не считали себя оторванными от России. И всегда считали, что мы российские граждане. И Крым всегда считали в составе Российской Федерации. И уже когда мы были здесь, в Крыму, когда уже начали возвращаться, и когда Украина начала нас, ну, как сказать, не принимала наши предложения, ни нас, ни руководителей наших, никого. Мы, значит, у нас была организация крымских татар, называлась «Крымские татары за союз с Россией». Вы вдумайтесь в это. Это еще во времена Украины. Это организация, которая защищала Украину от американцев, Европы, от НАТО. Хотела, чтобы Украина была в дружбе с Россией. Ибо видели, что экономика Украины и России взаимосвязаны настолько тесно, что если они будут и дальше развиваться, не рвать их, как они рвали украинская власть, то процветание будет и у украинского народа, и тем более у русского народа. Это никто от этого не потеряет. И мы на этой платформе стояли всегда. И уже когда Крым вернулся в состав России, уже окончательно и бесповоротно, надо об этом всем говорить. И всегда говорить об этом, где бы мы ни находились. Это просьба к нашим ребятам из Джанкоя, Бахчисарая и Красногвардейска. Мы должны это все время нести вперед. Вот это то, что Россия, это то, что нам всегда было в нашей душе. Мы всегда приверженцы России. И тем более сейчас вот перед выборами президента, выбор, как мы тогда выбрали, наиболее достойный кандидат в президенты, как мы считаем, действующего президента. Потому что как Крым вернулся в состав России, сразу был опубликован указ о реабилитации, потому что мы, как это, в воздухе плавали, никто нас не реабилитировал, сколько мы не обращались в Украину. А в России уже наши, кто был репрессирован, они получили реабилитацию. И вот сейчас только наш народ, который имеет право на реабилитацию, начинает получать справки о реабилитации. Это большое дело. Но об этом забывают многие наши соотечественники. Я хотел бы, чтобы они всегда об этом вспоминали, что дала нам Украина свою бытность 25 лет, и то, что уже Россия на протяжении этих 4 лет мы вошли в поле российского законодательства и имеем все привилегии, пенсии, льготы, обеспечение, и в том числе и реабилитацию. Наш народ уже получил свое лицо, которое оно имело до войны. И возвращаясь к нашему разговору о том, что мы сделали правильный выбор, мы должны, Сейтмир, вот это попросить, обратиться к нашему главе республики, чтобы он дал указания районным администрациям организовывать встречи наших ребят в сельских местностях, где живут наши компактно проживают люди, чтобы они давали зеленую улицу. Пришли, собрали людей, сельский совет, председатель. Приехали мы, объяснили, попросили, своего рода провели агитацию, чтобы наши люди не оставались в стороне. Потому что пассивность наблюдается, это однозначно, что не все люди еще прониклись тем, что происходит, не все еще не знают, что делать. Поэтому, если мы будем проводить такую работу, то мы достигнем большего. Поэтому, я думаю, вот то, что вы здесь говорите, это все правильно. И все надо делать так, чтобы оно еще правильнее было.
чтобы усиливались наши позиции и нашего государства, и людей, живущих в этом государстве, чтобы мы все имели возможность дальнейшей процветающей жизни для всех нас. Спасибо за внимание.